подписчики социальных сетей. Сегодня в рамках деятельности Центра «Парасат Жолы» мы хотим прочитать лекцию и познакомить со стихотворениями на тема нравственности в произведениях Мағжана Жұмабаева. Мағжана Жұмабаева назвали казахским Пушкиным, сравнивали с Байроном, Шекспиром, говорили даже, что он чем-то похож на Есенина. И все-таки, как бы его ни называли, с кем бы его ни сравнивали, он был и остается самым самобытным казахским поэтом, по неповторимости таланта, сравнимым со звездами первой величины в поэзии Востока, занимающий свое место в мировой литературе. Истинно национального поэта, каким был и остается Мағжан Жұмабаев, вряд ли есть смысл сравнивать с кем-либо, ибо его талант уникален по своей природе и сути. В своих новаторских поисках Жұмабаев опирался на реалистическую традицию, идущую в казахской поэзии от Абая, на русскую классическую литературу. Хотя он и подражал по форме многим мыслителям и поэтам Востока и Запада, он создал своеобразный, глубоко оригинальный поэтический мир. Все творчество Мағжана Жұмабаева пронизано думами о своем народе. И особо пристального внимания заслуживают глубокие научные и педагогические исследования поэта. В связи с этим Мағжан Жұмабаев пользуется особым вниманием в последние годы не только как выдающийся поэт, но и как педагог. Педагогическая деятельность нашего великого соотечественника все чаще и чаще становится востребованной в современной системе образования. Идеи Мағжана Жұмабаева изучаются в казахской литературе, этнопедагогике, этнопсихологии, самопознании, как в высшей школе, так и в средних учебных заведениях. Его книга «Педагогика» тому подтверждение. По мнению Жұмабаева, общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть система нравственных ориентиров. А эти ориентиры есть там, где хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре, самобытным культурным ценностям, памяти предков, каждой странице нашей отечественной истории. Цель нравственного воспитания педагог видит в выработке способностей к нравственно ориентированному мышлению и деятельности. Способность сделать правильный выбор, утверждает педагог, требует наличия нравственных принципов и твердых моральных убеждений, которые смогут сформироваться у человека в процессе сознательного стремления к самосовершенствованию, закалки воли и характера, поиска своего идеала. Среди методов нравственного воспитания Жұмабаев выделяет не только метод примера, но и наказание, убеждение, беседу. И ученые отрицательно относятся к физическим наказаниям. При проведении беседы совершенно правомерно считает, что в его основе должна быть анализ ситуации с нравственных позиций. Поэт выделяет возможность таких средств нравственного воспитания учащихся, как родной язык, литература, произведения устного народного творчества, национальные обычаи и традиции. Он считал своим долгом сделать все возможное, чтобы помочь молодому поколению. И основная идея его поэзии – это познание ценности и верности дружбе. Поэт, глубоко оценивший настоящую дружбу, воспевает честность и пишет о дружбе как о сокровище человека. Поэт Мукагали Макатаев говорил: поэзия должна начинаться с любви и заканчиваться добропорядочностью. Тем самым он призывал людей быть честными, добрыми, воспитывать в молодом поколении любовь к родине, уважать родную землю и родной язык, почитать старших и ценить каждый миг мирного времени. Об этом же в своем стихотворении «Мен жастарға сенемін» говорит Мағжан Жұмабаев. И сейчас позвольте прочитать небольшой отрывок в переводе на русский язык «Я верю в молодых». В грозных и бесстрашных львов, в тигров чья отважная кровь, в крепких крыльями орлов верю, верю в молодых. И в глазах их искренне честь, и в словах их пламя есть, им дороже жизни честь. Верю, верю в молодых, в дерзких юных тех орлят, что на крыльях ввысь летят, в небесах вперяя взгляд. Верю, верю в молодых. Жұмабаев безмерно любил свою родину, воспевал красоту гор и степей, неоглядную даль леса, озера. И это ясно прослеживается в таких его поэтических произведениях, как «Шитал», «Летнее утро», «Зимняя дорога», «Береза», «Лес», «Закат солнца», «Уральские горы». И продолжая гуманистические направления Абая, Шакарима, Жұмабаев призывает казахский народ к просвещению, знаниям. Такие стихотворения, как «Қазағым», «Өнер білім қайтсе табылар», «Сорлы қазақ».
И вот одно из таких стихотворений, посвященных своему народу, называется «Мой казах». Мой казах, ненастья час настал, скот ушел, нам джут живот поджал. Полюбуйся на себя со стороны, не к лицу тебе безделие идеал. Знать, за дело взяться нам пора, к Магомету не пойдет гора. Призывать невежестве глухом, разум твой был вынужден вчера. Чтобы жизнь богатства не унесла, ты в порядок приведи дела и отвергнув косности закон, в храм войди наук и ремесла. И схожее по смыслу стихотворения, другое стихотворение называется «Как научиться ремеслу». Здесь он также призывает к знаниям, к добру. Вот такой небольшой отрывок. «Над людьми не заноситься без нужды, презирать донос, не затевать вражды, знать, что алчности не поборов в душе, встретишь смертный час без капельки воды. Брать всегда за образец святых людей, кто не зря прослыл героем наши дни, и стараться мудрость их не утерять, что сокровищ неземных всегда цени. Дружбу с тем водить, кто миру весь открыт, а не с тем, кто затаиться норовит, и бесстрашно мир страстей людских ходить, как шатер прекрасный, что в раю стоит». Также в стихотворении «В чем услада» автор говорит о роли богатства и науки, а что важнее для него, должен решить сам человек. Так. И такой небольшой отрывок из этого стихотворения. «Душа, попав на этот свет, от жизни ждет одних услад. Любовь и дружба с юных лет одни забавы ей сулят. Но счастье что? Бег дум пустых, и люм, созревший до поры, в пылу охоты бег борзых, и среди ветрениц пиры. Быть может, смысл богатства есть, но с ним в душе еще трудней. Хоть мясо за 100 лет не съесть и не пересчитать коней. Чему творится ей, не знает, мечется она. Вся суеверный мир страстей и в празднестве погружена. Но этим не осилить зло, в душе не знающей пути. Наука или ремесло ее могли бы еще спасти». Мағжан Жұмабаев, автор поэтического сборника «Шолпан», цикла стихов о Туркестане, поэмы «Батыр-Баян». Но лишь одно произведение написано им в прозе. Это рассказ «Грех Шолпан», в котором ключевым является образ женщины. Тема рассказа Жұмабаева вынесена заглавием. Здесь грех Шолпан необходимо подвергнуть тщательному анализу. Грех Шолпан не показатель ее изначальной безнравственности, а нравственное падение, поражение ее в попытке преодолеть нечто предопределенное свыше. Сама того не ведая, Шолпан затеяла неравную борьбу с Богом, людьми, судьбой. Все тем, что выше ее, больше и сильнее. Ее поражение неизбежно. Но есть и оправдание, пусть и грешными, затягивающими в пучину бесчестия. Шолпан встает на путь матери, высокий и божественный. Но ее бездумное стремление к полноте существования, романтизированному семейному идеалу, глубоко трагично. И этим своим произведением Мағжан Жұмабаев поднимает философские темы, темы нравственности. Наши читатели могут познакомиться с этим произведением «Грех Шолпан» в сборниках «Летящее пламя» и в этих сборниках Мағжана Жұмабаева. Хочется отметить, что данные сборники, они опубликованы на нашем сайте, на портале Мағжан. И кто хочет ближе познакомиться, еще раз перечитать великие слова Мағжана, всегда могут обратиться на наш сайт в портале Мағжан. Вот такой краткий обзор, посвященный теме нравственности в произведениях Мағжана Жұмабаева. Спасибо за внимание.